уважаемые соотечественники, уважаемые мои сограждане. Спорт – это, конечно же, воплощение силы, красоты. И очень здорово, что потихонечку в Кыргызстане спорт начинает набирать новые обороты. Это доказывается и то, что сегодня мы отправляем уже снова 19 спортсменов. Я думаю, что в следующий раз, на следующую Олимпиаду, Олимпийский комитет, спорткомитет постараются и хотя бы 29 отправим. И дело не в том, что большая страна или маленькая. Я вот приводил пример, как маленькая Исландия, 300 тысяч человек, победила и Англию. И надо будет и миллиардные некоторые страны в футболе победить. Это зависит от духа спортсменов. Конечно, я хотел бы пожелать, я вижу, что по вашим глазам, что такой дух есть в каждом из вас, начиная от крепких наших ребят до хрупких наших девчат. Главное, это, конечно, дух, это стержень в человеке. И если этот дух, стержень в тебе нельзя сломать, то ты всегда победишь, назло всему, назло всем обстоятельствам. И я очень верю в вас, я очень надеюсь на вас, потому что Кыргызстан соскучился по победам, соскучился по хорошим мероприятиям. И у нас же и в самом деле пошли уже победы. Последние мероприятия, вы знаете, кроме вот в культуре пошли большие достижения. У нас вот и Атай Амурзаков в Англии добился больших побед. Азия Микс, вы знаете, золотой кивин недавно завоевали. Недавно наши девчата взяли второе место по уличному футболу. Простые девчата, некоторые без родителей, многие из таких трудных семей. Это зависит от характера человека. И я, конечно же, рад, что сегодня я встречаюсь с вами, фактически лучшими спортсменами страны. Лучшими спортсменами страны, потому что путевку на Олимпиаду завоевывают лучшие из лучших. Тем более вы эти путевки завоевали в честной борьбе, И я очень горжусь, что маленький Кыргызстан направляет 19 своих представителей на такое громадное событие, и что среди 200 с лишним флагов на Олимпиаде будет и флаг маленького Кыргызстана, который, я думаю, ничем не уступает, народ Кыргызстана своим духом не уступает викингам. Они кочевали на ладьях, мы кочевали на конях, только одна разница. И есть и хорошие примеры же у нас. Надо нам вспомнить и, скажем так, вернуть прежние подвиги, которые совершали киргизские спортсмены. Вот один из них, Каныбек Османалиев, олимпийский чемпион, едет с вами, как, скажем, такой талисман, чтобы обратно уже вернулся с несколькими чемпионами. Каныбек Османалиевич, Бог даст. И хотя, конечно, главное участие, мы рады тому, что уже такая команда едет, но, конечно, мы ждем от вас и побед, мы заждались побед. Тем более были примеры не только Каныбек Османалиев. Я сейчас перечислял фамилии, это и Александр Милентьев, и Татьяна Колпакова, и Сатынкул Жуманазаров у нас был, Игорь Пакрин, Ахмет Анарбаев, Урзбек Назаров. Мы, конечно же, несмотря на все трудности, сейчас, вы видите, мы начинаем уделять больше намного внимания спорту. Мы несколько лет назад постарались увеличить стипендии. И дальше будет уделяться внимание. По всей стране сейчас строятся по договоренности с «Газпромом» такие олимпийские, скажем так, комплексы спортивные, которые будут готовить, я надеюсь, олимпийцев. И мы, конечно же, в меру своих возможностей подготовили и хорошие призы для вас. Вы знаете, что чемпион получит 7 миллионов сомов, за серебряную медаль 5 миллионов правительства утвердило, за бронзу 3,5 миллиона сомов. Но дело не в деньгах, потому что, я думаю, обязательно будут и другие призы, и другие подарки. Мы будем вас носить на руках, народ Кыргызстана. Мы соскучились по победам, и это вот показывает
насколько активно люди и с таким воодушевлением приняли проведение 2 года назад первых игр кочевников. И вот ваше выступление на Олимпиаде, оно плавно перейдет в игры кочевников, где мы ждем очень много тоже делегаций со всего мира. Это своего рода уже олимпийские игры среди кочевников будут. И я хочу вам напомнить, что ведь буквально несколько назад о Кыргызстане вспоминали только когда говорили о беспорядках, 3 года назад, меньше чем 3 года назад, тут на забор лазили у нас, вы знаете. Черт, что творилось в стране. Света не было, я помню, в этом же конференц-зале 4 года назад я проводил пресс-конференцию, свет отключался. С Божьей помощью буквально за несколько лет по всей стране строятся дороги. Про свет все знают, что свет будет. И страна становится другой. И с каждым днем, с каждым месяцем, каждым годом, буквально с каждым днем и неделей страна будет становиться крепче и лучше. Потому что наше главное богатство – это люди, это такие, как вы, наши граждане, у которых стержень, у которых характер, у которых упорство. И иногда я думаю, слава Богу, что у нас нефти нет. У нас зато есть граждане Кыргызстана, которые пробьются везде, пробьются и поднимут свою страну. И, конечно же, страна скучает по новым подвигам, по новым героям, именно не военным или другим, а именно по таким спортивным, трудовым. И, конечно же, я очень хотел бы, чтобы Бог помог вам, потому что много зависит от удачи, чтобы удача улыбнулась вам, чтобы кто-то из вас вернулся, и не один из вас, вернулся с медалью, вернулся чемпионом, потому что это было бы здорово. Но даже если не будет чемпиона или медали, главное то, что уже такая команда от Кыргызстана принимает участие на Олимпиаде, и вы заслужили. Я знаю, насколько это тяжелая работа, в прямом смысле этого слова, насколько это изнурительные тренировки, надо отказывать себе во всем. Многие же видят только, когда спортсмен получает медаль под звуки гимна, а он не видит, сколько это пота, сколько это нервов, сколько это крови иногда, сломанных каких-то костей, какие-то порванные мышцы. И это, конечно, очень большая, тяжелая работа во имя своей Родины. Мы за это вам очень благодарны. И я очень хотел бы, чтобы, конечно же, вот этот ваш труд, тяжелейший труд, он не прошел напрасно, чтобы удача улыбнулась вам, чтобы Бог вам помог. И мы будем все болеть за вас, мы будем все держать кулаки за вас, мы будем все смотреть телевизор, я вам обещаю, как президент, и будем болеть за вас. И в любом случае мы очень гордимся, что вы у нас есть, и я хотел бы вам еще раз пожелать вам удачи, чтобы Бог хранил вас. Рахмат. Дай Бог вам удачи. Дай Бог вам всем удачи. Мы вас всех очень любим, очень ждем. Очень ждем. И будем переживать.